правде» в эфире «Настоящее время» и студия в Вашингтоне. С вами Юлия Апел. Сегодня в программе. Сколько беженцев готова принять Европа? Страны Евросоюза расходятся во мнениях. Новая работа и мирная жизнь. Афганские беженцы в Таджикистане. «Лада» вместо «Шевроле» и «Опеля». Импортозамещение на российском авторынке. Мы начинаем с новостей из Праги. Сергей, пожалуйста. Спасибо, Юлия. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Европа не может найти общего языка, какой стране и сколько именно беженцев принимать. Лидеры ЕС во мнениях относительно квот расходятся. Приведем разные позиции. Австрийский канцлер считает заботу о мигрантах моральный долг всего ЕС. Надо понимать разницу между экономическими мигрантами и беженцами. Люди убегают от войны, у них есть права на убежище, и мы должны их защищать, дать им шанс. Нельзя закрываться от проблемы. А вот премьер-министр Чехии настроен скептически. Чехия вместе с Венгрией, Польшей и Словакией стремятся сократить число незваных гостей, которых страны Вышеградской четверки должны будут принимать в ближайшее время по квотам. Мы не согласны с квотами. Я отказался от них, потому что считаю, что квоты не решат миграционный кризис. У нас разные мнения по этому вопросу, но то, о чем мы договорились на заседании Вышеградской четверки, остается в силе. Тем временем сотни мигрантов прорывают полицейский кордон на границе Сербии и Венгрии и пешком отправляются в Будапешт. Однако позже измученные дорогой люди все же решают вернуться в приграничный лагерь. Подробнее Екатерина Бычнева. Около 300 мигрантов в ночь на вторник вернулись в лагерь в Рушке на границе Венгрии и Сербии. Ранее беженцы прорвали пограничный кордон и пешком направились в сторону Будапешта. Полиция пыталась остановить шествие и даже использовала перцовый спрей. Но все напрасно. Сотни людей упрямо шли вперед. Некоторые люди больны. Здесь ужасно холодно. Нам дают минимум еды. Да мы и не хотим их еду. Мы просто хотим пересечь границы. Мы ничего не просим. Нам не нужны отели. Мы просто хотим пересечь границы и дойти до страны, в которую мы направляемся. Германия принимает нас всех. Так почему бы им просто не пропустить нас? Однако через 15 километров мигранты, измотанные и без того долгим изнурительным переходом, согласились вернуться обратно на специально предоставленных для этого автобусах. На 4 с лишним часа дорога была полностью перекрыта. Большинство мигрантов направляются в Германию, сильнейшую экономику Евросоюза. Туда только за минувшие выходные прибыли около 20 тысяч человек. Всего, по расчетам Берлина, до конца года страна примет около 800 тысяч беженцев. При таком потоке мигрантов, что будет с ЕС и идентичностью европейцев дальше? Этот вопрос мы задали историку Ярославу Шимову. По мнению эксперта, в лучшем случае можно будет говорить о новом этническом наполнении Старого Света. Появятся своего рода Соединенные Штаты Европы. Ну, конечно, любое прибытие, так сказать, большой массы, относительно большой массы людей извне меняет и культурный какой-то ландшафт, и возникает в определенных случаях, конечно, и напряженности, какие-то недопонимания и так далее. Но в целом, мне кажется, Европа, при благоприятном развитии ситуации, она станет больше похожа на Соединенные Штаты, которые являются страной, так сказать, изначально страной мигрантов, которые являются таким плавильным котлом, который тоже действует иногда очень успешно, иногда не совсем. То есть это такая, наряду с европейской интеграцией, которая уже есть шаг, так сказать, в сторону гипотетических Соединенных Штатов Европы, вот этот момент, он еще более приближает Европу к модели такого плавильного котла, но с несколько другими акцентами. Европа, конечно, куда более социально направлена, нежели Соединенные Штаты, но это уже детали. В целом, я бы сказал, что вот это такое смещение в сторону тех самых Соединенных Штатов Европы. Германия готова принимать 500 000 беженцев ежегодно, а в текущем году более 800 тысяч мигрантов попросят убежище в этой стране. Говоря об этом в эфире телеканала ЗДФ, немецкий вице-канцлер Зигмар Габриэль отмечает, нет сомнений в том, что может быть и больше. Отмечу, такое заявление звучит на фоне решения Германии выделить на помощь беженцам дополнительные 6 миллиардов евро. Тем временем статистическая служба Евросоюза публикует данные по количеству заявок сирийских беженцев на получение убежища. Заявки были поданы за 6 месяцев текущего года. Итак, в разных странах ЕС готовы обосноваться. На первом месте предсказуемо Германия, 31,5 тысячи заявок.
почти 11 тысяч подано в Венгрии. 7,5 тысяч сирийских беженцев хотят жить в Швеции, более 5 тысяч в Австрии. В Болгарии видят свое будущее 3,5 тысячи сирийцев. Более 2 тысяч беженцев странами для проживания выбирают Испанию и Голландию. Вы видите. Около 2 тысяч человек хотят жить в Греции. Чуть менее 1500 во Франции. Меньше 1000 сирийцев выбирают для миграции в Великобританию. И небольшие цифры. 650 заявок поступает в Норвегию и 155 в Италию. Далее. Российское оружие на войне в Сирии по-прежнему одна из главных мировых тем. Россия выберет новый маршрут для доставки грузов в Сирию и перестанет использовать для этих целей воздушное пространство Греции, сообщают Афины. Ранее МИД этой страны подтверждал, США просили Грецию отказать в доступе российским самолетам, летящим в Сирию. Москва обращалась с просьбой открыть небо не только к Афинам, отмечу, но и к Софии, сообщает болгарский МИД. София пускать 2 российских самолета отказалась. И все это происходит на фоне участившихся сообщений о том, что Россия усиливает свое военное присутствие в Сирии, предположительно, чтобы поддерживать сирийского президента Асада в борьбе с оппозицией и боевиками исламского государства. Сирийский государственный телеканал публикует кадры боев близ населенного пункта Латакия. На видео бронетранспортер, принятый на вооружение в России 2 года назад и ранее в Сирию не поставлявшийся. И вот позиция Кремля. Москва, в свою очередь, подчеркивает, она продолжит оказывать помощь, в том числе и военную, правительству Сирии, заявляют представители МИД России. В министерстве отмечают, все стороны, сражающиеся против исламского государства, должны объединиться. Волна обсуждения российского военного присутствия в Сирии поднялась с 20 августа, когда российский военный корабль с бронетехникой на борту был сфотографирован во время прохождения через Босфор. Предположительно, следовал в Сирию. Это был первый случай, когда российское судно открыто шло через Стамбул с оружием на борту. Об интересах Кремля в Сирии мы спросили у российского политолога, востоковеда Алексея Малашенко. Изначально поддержка Башара Асада была оправдана. И, кстати говоря, эта сам семья, несмотря на то, что их меньшинство, этих алавитов, она довольно прочно сидела, она была популярна, там был бизнес, и, в общем-то, люди жили достаточно нормально. Но произошла трагедия. С одной стороны, Башар уцелел. Он оказался сильнее, потому что, когда там все начиналось, думали, что за несколько месяцев его уберут, и все будет кончено. Но в то же время он не смог восстановить в стране ситуацию. Попросту говоря, он не смог победить. Тут, в общем, дело такое, что начинали за здравие, а кончают за упокой, потому что самостоятельно вот теперь уже он совершенно очевидно не выдержит. Это первое. А второе, вы знаете, настолько российская власть, настолько российский правящий класс любит вспоминать о былых временах, о Советском Союзе, который действительно был на Ближнем Востоке, и действительно был баланс для американцев, и действительно было очень сильное влияние, что как-то, хочется там зацепиться. А до недавнего времени зацепиться там можно было только за Башара. Усиление российского военного присутствия в Сирии – одна из главных тем сегодня и в Соединенных Штатах. Говоря дипломатическим языком, Вашингтон выражает обеспокоенность. Юлия, продолжайте. Спасибо, Сергей. Арабские СМИ сообщают, что Сирия и Россия договорились о возобновлении соглашения от 1980 года о дружбе и сотрудничестве между СССР и Сирией после многочисленных визитов сирийских представителей в РФ и российских в Сирию. По данным газеты, российские войска заняли авиабазу в Латакии и работают над усовершенствованием взлетно-посадочных полос и оборудования на других базах на севере страны. Вашингтон обеспокоен сообщениями о том, что Москва наращивает военную помощь режиму Башара Асада. Россия не скрывает, что поставляет оружие Дамаску, однако не подтверждает, что в Сирии действуют российские военные. Каким оружием вооружены войска Башара Асада и насколько крепко связаны Дамаск и Москва, об этом мы поговорим с нашим обозревателем русской службы «Голоса Америки» Александром Григорьевым. Саша, добро пожаловать. Так, в этой истории много слухов, мало конкретных фактов, мало пояснений, как от Дамаска, так и от Москвы. Почему?
Потому что традиционно отношения Советского Союза и Сирии, России и Сирии, они в тумане. Очень многие детали этих отношений, очень многие договора, очень многие соглашения неизвестны сторонним наблюдателям. Но что интересно, то что если слухи о возобновлении соглашения 80-го года советско-сирийского подтвердятся, то в этом соглашении был очень интересный пункт, который предусматривал, что в случае вторжения на территорию Сирии третьей страны, а Советский Союз проявит свою озабоченность и будет вовлечен в этот конфликт. Да. В 80-м году речь шла о возможной войне с Израилем. Сейчас ситуация несколько иная, но тем не менее этот факт заставляет задуматься вообще о параллелях между 80-м годом и 2015 годом. Дело в том, что все, что есть у России, это военно-морская база Тартус, которую Россия называет иначе, и Латакия, о которой идет речь, это наследие советского прошлого. В начале 80-х годов Москва направляла в Сирию, не афишируя никоим образом этот факт, военных. В основном это были дивизионы ПВО, которые были предназначены для уничтожения израильских самолетов. То есть ситуация каким-то невообразимым образом возвращается к тому, что было 35 лет назад. Ну вот сегодня насколько важна Россия и Сирия и почему? Вот для чего нужна Россия Сирии, понятно, потому что Сирии нужно оружие и нужны деньги. Судя по всему, поставки российского оружия оплачивает не сама Сирия, а Иран. То есть это понятно. А для чего нужна Сирия? Опять же, это, как уже говорилось для меня, это единственный режим, который может стать российским союзником в этом регионе. Если у России там будут некие военные объекты, например, военно-морская база, то Башар Асад обеспечит его безопасность, безусловно. Спасибо большое, Саша. Александр Григорьев, обозреватель русской службы «Голоса Америки». И продолжая сирийскую тему, многих бежавших из Сирии детей война сделала сиротами. Возмущение общественности ужасным положением беженцев дает этим детям надежду на лучшее будущее. Наш корреспондент посетила Дар-эль-Салам, приют для детей-сирот из Сирии в Турции. Если вы спросите детей в этом приюте, что бы они хотели сделать в будущем, большинство из них ответят примерно одинаково. Они хотят вернуться в Сирию. Я хочу вернуться в Сирию. Да, в Сирию. Тем временем те, кто заботится об этих детях, говорят, что многие из них сильно травмированы психологически. Хайла не хочет, чтобы показывали ее лицо, потому что ее семья все еще в Сирии. Им нужно много времени, чтобы прийти в себя, и для этого нужна помощь профессионалов. Вторая проблема, которую я считаю еще важнее, это проблема образования. О том, через что этим детям пришлось пройти, рассказывают их рисунки. Они рисуют свои дома и падающие с неба бомбы. Страх борется с надеждой. Некоторые дети мечтают о совершенно новой жизни в Европе, как и сотни тысяч людей, старающиеся попасть туда. Я видела в интернете, что там был маленький ребенок, который утонул в море. Теперь из-за этого мальчика они будут присылать нам большие лодки. Но взрослые говорят, что вряд ли Европа будет посылать свои суда, чтобы перевозить людей, которые хотят попасть в Европу нелегально. Тем не менее, возмущение общества равнодушием к судьбе этих людей пробудило весь мир и привлекло внимание к тому, в каком тяжелейшем положении оказались эти дети, которые не знают, что будет с ними дальше. В Афганистане в последнее время резко увеличилось количество выдачи загранпаспортов. В чем причина? Ответ у коллег в Праге. Сергей, пожалуйста. Да, Юлия, и все неспроста. Из-за ухудшения внутриполитической ситуации люди пытаются выехать из страны. Ряды беженцев в мире пополняются. Поток мигрантов из Афганистана, прогнозируют эксперты, направится в страны Центральной Азии. Там уже сегодня достаточно афганцев, и далеко не всегда люди находят лучшую жизнь. Большинство беженцев, оказавшись в соседнем Таджикистане, попадают в условия крайней нищеты. Анушервон Арипов. Я приехал в Таджикистан из Афганистана 4 года назад вместе с семьей, в надежде на мирную жизнь. Фаим Бароти, двое его братьев с женами и детьми и родители бежали в Таджикистан от войны. Но оказалось, что здесь они никому не нужны. Селиться в крупных городах, где можно найти работу, им запрещает закон республики о беженцах. А там, где им предлагают жить, заняться нечем. Перебивался случайными заработками. Сначала я работал на рынке рикшей. Сегодня вот занялся ремонтом обуви. В таких городках и селах нет работы даже для таджикистанцев, которые в большинстве живут за счет заработков за границей. Чужакам, да еще и без документов, устроиться практически невозможно.
Экономическая обстановка в Таджикистане довольно хрупкая, не только для афганских беженцев, но и для самих таджикистанцев. Как вы знаете, очень много таджиков работает сегодня в России, и из-за падения рубля они возвращаются на родину и ищут работу здесь. Чтобы как-то заработать на хлеб и квартплату, Фаим арендовал небольшой уголок под лестницей у продуктового магазина. Ремонтируя обувь, он в среднем зарабатывает около $5 в день. Столько же семейный бюджет, которым руководит его сноха Лайло, приносят братья, грузчики на рынке. Наши дети в школу не ходят. Мы не можем себе позволить школьную форму, учебники и канцелярские принадлежности. На завтрак, обед и ужин у нас немного овощей, чай и хлеб, который печем сами, потому что так дешевле. Чтобы помочь беженцам в Таджикистане, открыли специальные курсы, где их обучают таким профессиям, как электросварщик, автомеханик, повар и швея. Однако трудоустроиться они должны сами. Я работаю портнихой в Таджикистане 5 лет. У меня уже свои ученики. Могу шить и европейскую, и таджикскую одежду. Все, кто заказывал у меня платье, обязательно приходят снова. Ситори с работой повезло. После курсов для швей, которые женщина закончила с отличием, ей предложили место в ателье рядом с ее домом. Сегодня у портнихи десятки постоянных клиентов, и она планирует открыть свою собственную мастерскую, набрать персонал и купить новую технику. Но получить патент на свое дело сложно. Если для таджикистанцев он стоит 150 самани в месяц, то для нас 300. К тому же я уже 4 месяца жду этот патент. Из-за того, что я гражданка Афганистана, процедура очень долгая и тяжелая. Я приехал в Таджикистан, чтобы отсюда уехать к дочери в Германию. Она вышла замуж за немца, но нам не дали вид на жительство в Европе. Большинство беженцев приезжают в Таджикистан в надежде перебраться в ЕС или Канаду, но вид на жительство получают далеко не все. Для тех, кто остался, есть только два выхода – вернуться на родину или остаться в Таджикистане. Некоторые все же уезжают обратно, но я боюсь за свою семью и не хочу ехать в Афганистан, а здесь нам не дают гражданство. Сегодня республика не может решить проблем беженцев из Афганистана, и ситуация вряд ли изменится в ближайшие годы. К тому же не исключено, что в Таджикистан из-за нестабильной обстановки в Исламской республике может хлынуть новая волна вынужденных переселенцев, как это было в 2001 и 2002 годах, когда в страну бежали более 12 тысяч человек. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Купить наркотики в Украине легко. Оказывается, достаточно просто зайти в аптеку. На личном опыте убедилась в этом и корреспондент программы Ирина Кононенко. Утренняя уборка. Но волонтеры объединения «Синдикат» собирают не пищевые отходы или выброшенные бумажки. Вон еще справа, Жаль. Справа под листом. Короче, тут аптечные, тут и алкоголики аптечные, и наркоманы аптечные. После каждой такой чистки добровольцы уносят с собой все больше пакетов со шприцами и упаковками таблеток от кашля, содержащие кодеин. Это одно из самых распространенных и популярных веществ, которое вызывает наркотическую зависимость. По закону такие препараты отпускаются строго по рецепту. Мы решили лично проверить, насколько легко можно купить такие таблетки. Посмотрите, как апельсин. Вы знаете, мне по рецепту. А можно без? Пускай что у вас дома. Спасибо. Как видим, ничего сложного. Дальше мы вызываем участкового, ведь действия аптекаря незаконные. Ждать пришлось около часа. По приезду сотрудники милиции уверили, что этот случай в их практике первый. Касательно аптеки я, например, Но даже после заявления в милицию на торговлю такими препаратами вряд ли кто-то может повлиять. Ведь чтобы хотя бы проверить аптеки, необходимо разрешение Кабинета министров или заявление ее собственника. А это значит, что пока не изменят законодательство, количество наркозависимых украинцев будет расти с каждым днем. Ирина Кононенко, Юлия Дрозд. Настоящее время. Киев. Известный российский журналист Олег Кашин рассказал о том, как было раскрыто дело о его избиении. Дал интервью нашим коллегам в Вашингтоне. Юлия, эфир вновь ваш.
Сергей, спасибо. Олег Кашин, на днях написавший резонансную статью, в которой он поименно перечислил участников своего жестокого избиения в ноябре 2010 года, считает, что его дело было раскрыто случайно и совсем не теми следователями, которые должны были им заниматься. В интервью нашему московскому корреспонденту Даниле Гальперовичу он заявил следующее. Меня мог бы следователь, наверное, попросить, Сердюков, который это дело и раскрыл, но, к сожалению, мы с ним вообще не знакомы, и ни он, ни я друг на друга не выходили за все время его работы. Но, собственно, он и не обязан был, он вел не мое дело. Он вел дело как раз Горбунова, директора завода «Ленинец», принадлежащего семье Турчака, губернатора Псковской области. И, соответственно, распутывая какие-то клубки, связанные с этим Горбуновым, а Горбунов в этом деле был и жертвой, и похищения, и преступником, хранителем большого арсенала оружия, собственно, за который он сейчас и сидит. Так вот, распутывая это дело, следователь Сердюков уперся как раз почему-то в дело Кашина. То есть самое смешное и самое парадоксальное, что тех, кто на меня покушался, поймали не те следователи, которые занимались моим делом. Пентагон подтвердил информацию о том, что российский разведывательный корабль «Курилы» приблизился к американскому судну в Арктике. Судно Nobel Discovery принадлежит американской компании Shell Oil. Как заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Джефф Дэвис, Вашингтону известно об этом факте. Он подчеркнул, что в ответ США не стали применять оборонные ресурсы. В Пентагоне также отметили, что США признают право всех суверенных государств на свободное перемещение в международных водах. Между тем, сенатор Джон Маккейн призвал к активизации сотрудничества западных союзников в ответ на то, что он назвал неоимперскими амбициями президента России Владимира Путина в Арктике и других регионах мира. По мнению Маккейна, Россия стремится спешно национализировать и взять под контроль новые водные пути через Северный Ледовитый океан, которые могут использоваться не только для коммерческого судоходства, но и для военной и разведывательной деятельности. Автомобили американской компании General Motors заменят в России на отечественную «Ладу». Как сообщается на сайте РБК, один из крупнейших российских дилеров, «Автомир», подписал соглашение с «АвтоВАЗом» и в октябре откроет первый дилерский центр «Лада» в Ярославле. Еще совсем недавно Российская Федерация имела все шансы стать одним из крупнейших автомобильных рынков мира. Однако поворот в экономике страны на 180 градусов делает экспорт автомобилей в России все более убыточным. В результате крупнейший автопроизводитель США General Motors покидает российский рынок, рассказывает Вадим Оленичев. Продажи автомобилей в России снижаются вот уже 7-й месяц подряд. В июле они упали на 28%. Главные причины – отток инвестиций из России, связанный с введением международных санкций, и падение курса российского рубля. Сейчас он колеблется в районе 70 рублей за доллар США. Из-за всего этого импортные товары для россиян резко увеличились в цене и зачастую стали им не по карману. В этом году мы наблюдаем в России не рост, а сокращение экономики. Успех бизнеса зависит от потребительской активности, но ее динамика сейчас не выглядит позитивной. По автомобильному рынку такие изменения ударили особенно больно. Американская компания General Motors еще весной заявила о готовящемся закрытии своего бизнеса в России. С того момента оборот российских филиалов компании сократился еще практически вдвое. За прошлый год фирма продала россиянам всего 189 тысяч машин. Учитывая ухудшение ситуации, GM уже в октябре может прекратить бизнес на российском рынке. Речь идет об американской марке Chevrolet и германской Opel, которая также является филиалом General Motors. В Европе Opel, выпускающий автомобили с конца 19 века, стал одной из наиболее широко распространенных марок. Но падение покупательной способности российского населения заставило компанию пересмотреть планы на будущее. По заявлению руководства GM во главе с генеральным директором Мэри Барра, в России будут продаваться по-прежнему только традиционно более дорогие машины марки Cadillac, а также популярные спортивные модели марки Chevrolet, Corvette и Camaro. Многое будет зависеть от общемировой конъюнктуры, от цены на нефть. И вот я не случайно говорил о неопределенности. Вот эта неопределенность, она во многом сейчас влияет и на руководство страны в целом, и на потребительское поведение. Не все конкуренты General Motors согласны с такой стратегией. Другой автогигант из США, концерн Ford Motor, продолжает экспортировать в Россию свои новые модели. На этой неделе он даже открыл в Татарстане новый завод по производству автомобильных двигателей. В отличие от GM, руководство Форда считает, что нынешние трудности россиян временные, и в долгосрочной перспективе Россия должна вновь стать динамичным рынком сбыта. Вадим Оленичев, Дмитрий Шахов. Настоящее время. Вашингтон.
Вице-президент Джо Байден дал понять, как может выглядеть его кампания за выдвижение в кандидаты на президентских выборах в случае, если он решит вступить в предвыборную гонку. В выступлении по случаю Дня труда в Питтсбурге Байден призвал к действиям, направленным на уменьшение экономического неравенства, и продемонстрировал подход, который он намерен применить в ходе избирательной кампании. Пока Байден не дал однозначного ответа на вопрос о своем участии в борьбе за выдвижение от Демократической партии. Тем временем в борьбу за Белый дом вступил еще один кандидат, профессор Гарвардского университета Лоуренс Лессиг. Подробности у Романа Мамонова. Шестым кандидатом от демократов и 22-м участником гонки вообще стал Лоуренс Лессиг. 54-летний профессор права Гарвардского университета сообщил на своем сайте, что ему удалось собрать $1 миллион ко Дню труда. На эти средства будет организована его предвыборная кампания. Лессиг намерен оставить работу в университете и сосредоточиться на предвыборной борьбе. Чтобы принять участие в предстоящих дебатах кандидатов-демократов, общенациональный рейтинг Лессига должен быть выше 1%. Главный акцент в своей кампании Лессиг обещает сделать на необходимости, цитата, «разрушения политической системы США, потому что сейчас она не обеспечивает равенство граждан». Состоятельные и могущественные американцы финансируют предвыборные кампании и извлекают из этого выгоду. Лоуренс Лессиг родился в Южной Дакоте, вырос в Пенсильвании, там же получил степень бакалавра в области экономики и управления. Затем отправился в Англию, где получил степень магистра философии, а в 1989 году стал доктором права на юридическом факультете Ельского университета. Работал клерком в апелляционном суде 7-го округа в Чикаго и в Верховном суде США у судьи Антонио Скалии. В молодости Лоуренс Лессиг был активистом молодежного крыла республиканской партии, но поменял взгляды после обучения в Великобритании. Известен в США борьбой за либерализацию законов об авторских правах, развитие открытого программного обеспечения и пиринговых технологий. Является членом Американской академии наук и искусств. Американские собаки-спасатели вместе с людьми принимали участие в спасательных операциях после разрушительных землетрясений на Гаити, в Японии и Непале. Они помогли спасти жизни после ураганов Катрина и Сэнди в США. О том, как готовят этих умных помощников, в репортаже Джули Табо. В случае разрушительных катастроф эти собаки-спасатели одними из первых прибывают для оказания помощи вместе с американскими специалистами. Вперед! В первую очередь собаки помогают разыскивать людей, находящихся в бессознательном состоянии под завалами. Рон, Сандерс и Прайс – члены спасательной команды, которая готова выехать по первому сигналу в любую точку мира. Как известно, у собак уникальный нюх. Они могут быстро определить источник запаха и дать нам понять, в каком направлении мы должны разбирать завалы. Собаки могут с легкостью проникать в поврежденные здания, пролезая даже в узкие щели. Для самих четвероногих спасателей подобные операции, как при подготовке, так и в реальных ситуациях, важная и ответственная работа. Они искренне хотят найти пострадавшего и помочь ему. На пути к этой цели собаки готовы преодолеть любые препятствия. Обучение собаки-спасателя – процесс длительный. На подготовку четвероногого специалиста может уйти от 6 месяцев до года. На этой базе собаки тренируются, пробираясь через завалы, учатся распознавать специальные сигналы и команды. Найти пострадавшего – высшая награда. Для такой работы подойдет не каждый пес. Мы отбираем по ряду критериев: ум, скорость и выносливость, дружелюбный характер. И они должны уметь пробираться в самые разные места. Собак также тренируют запрыгивать в шумные вертолеты и спокойно переносить взлеты и посадки. Иногда ситуация такова, что дорог нет вообще или по ним нельзя передвигаться. В таком случае вертолеты — единственный вариант. Теперь мы знаем, что собаки способны переносить полеты без ущерба для их работоспособности. В критических обстоятельствах именно от помощи американских собак-спасателей часто зависит вопрос жизни и смерти людей. Ну а теперь о празднике для собак, и не где-нибудь, а в бассейне. В первый понедельник сентября, в День труда, в США по традиции заканчивается летний сезон. И в последний день перед закрытием бассейнов туда запускают собак. Псы ведут себя очень по-разному. Одни с восторгом прыгают в воду, других надо туда заманивать, а некоторые предпочитают бегать у края бассейна и руководить. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Мы благодарим коллег в Праге и прощаемся с вами до завтра. Сергей.
Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Сергей Дорофеев. Всего доброго, до свидания.